Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Жительница Мирного украла деньги у знакомой и улетела с детьми в Иркутскую область. К потерпевшей пришла 34-летняя местная жительница и попросила 5000 в долг. Женщина на глазах у подозреваемой достала из прихожей кошелек и, отдав нужную сумму, отвлеклась. В этот момент злоумышленница незаметно похитила из кошелька 75 000 рублей и поспешила скрыться. На деньги она купила авиабилеты и со своими малолетними детьми улетела в Иркутскую область. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудниками ДПС Нерюнгринского района выявили поддельными права. Они остановили иномарку под управлением 58-летнего уроженца Хабаровска на федеральной автодороге Лена. В ходе проверки документов было установлено, что предъявленное водительское удостоверение является поддельным, а сам водитель лишен права управления транспортным средством. Ему предложили подзаработать перевозкой груза из Хабаровска в Якутск, на что тот согласился и для этого приобрел поддельные документы по 20 000 рублей. Дело по статье «Использование заведомо подложного документа» направлено в суд. А республиканская полиция сообщает о новой схеме мошенничества. На телефоне жителей республики стали поступать звонки от якобы коллекторских организаций, причем на номера банковских клиентов, у которых есть некоторые проблемы с оплатой кредитов. Полиция подозревает, что, возможно, произошла утечка информации с каналов финансовых организаций. Лжеколлекторы звонят и информируют граждан об уникальной возможности прямо сейчас погасить имеющуюся задолженность с огромной скидкой по процентам. Например, вместо 50 000 обойтись 5000 рублями и на этом закрыть имеющийся долг. А то и полностью кредит, требуя при этом отправить деньги на определенные счета. Будьте бдительны. К международной повестке кипрская полиция обнаружила останки еще одной жертвы серийного убийцы, которого искали 3 года. Подозреваемый уже пойман и признался в 7 преступлениях, рассказывает Татьяна Гамозова. На Кипре в районе Никосии обнаружены останки еще одной, 4-й жертвы предполагаемого серийного убийцы. В воскресенье их извлекли с дна озера, известного как Красное, из-за содержания токсичных отходов. Озеро расположено рядом с заброшенным рудником, где ранее были найдены еще 2 тела. На одно из них наткнулись туристы. После продолжительных поисков, сопряженных с трудностями, из озера подняли дорожный чемодан, в котором находилось тело женщины, а также бетонный блок. Коронер изучил останки. Тесты для установления личности будут продолжены. Всего преступника подозревают в 7 нападениях на протяжении почти 3 лет. В числе убитых мать и дочь из Румынии, пропавшие в 2016 году, а также жительницы Филиппин и Непала. У прокуратуры уже есть подозреваемый – офицер армии Кипра, который признался в убийстве 5 женщин и их дочек, девочек 6 и 8 лет. По данным следствия, с будущими жертвами он общался на сайте знакомств. По меньшей мере 5 человек погибли в Мозамбике, на который обрушился тропический циклон Кеннет всего через 1,5 месяца после циклона Идай, унесшего жизни сотен африканцев. Подробности в репортаже Рейтер. Жители Мозамбика подсчитывают ущерб от тропического циклона Кеннет, который обрушился на страну в пятницу. Скорость ветра в эпицентре превышала 70 метров в секунду. Циклон вызвал обильные дожди, затопление окрестных сел, сход оползней. В зоне бедствия разрушены дома и оборваны линии электропередач. Пока известно о 5 погибших. Очень сильный шторм, мы такого не ожидали. Никогда в жизни не видел ничего подобного. В марте эта часть Африки серьезно пострадала от циклона Идай. Он стал причиной гибели более 1000 жителей в Мозамбике, Зимбабве и Малави. По оценке специалистов Всемирной продовольственной программы, в ближайшие дни на севере Мозамбика ожидается в 2 раза больше осадков. А это может привести к новым наводнениям и оползням. На этом пока все. Берегите себя.